Пласты земной коры. На них природа миллионы и миллиарды лет заботливо наносила историю планеты. Оплавленные жаром раскаленной магмы архейские граниты, уголь с сохранившимися отпечатками гигантских папоротников палеозойской эры, соль и известняки – ровесники динозавров. Обо всем этом расскажет Государственный геологический музей Российской академии наук имени Владимира Ивановича Вернадского, являющийся первым по дате основания музеем Москвы. Он основан в 1755 году по инициативе великого русского ученого-энциклопедиста Михаила Ломоносова. Большую роль в становлении музея сыграли знаменитые предприниматели Демидовы, которые дарили ему многочисленные экспонаты. Среди редчайших и замечательных по красоте образцов можно назвать крупнейший в России метровый кристалл флагопита из Слюдянки, гигантский керн каменной соли из Донбасса диаметром 80 сантиметров, якутские кристаллы аурипигмента, достигающие четверти метра в поперечнике, 12-сантиметровая черная шпинель, найденная на Южном Урале. По инициативе будущего академика Вернадского в 1910 году был поставлен вопрос о строительстве для музея нового здания. В 1930 году он был включен в состав новообразованного Московского геолого-разведочного института. Более полувека его коллекции служили делу подготовки тех, кому предстояло осваивать земные недра. Сегодня это крупный научный и просветительский центр Российской академии наук, коллекции которого насчитывают свыше 60 тысяч образцов из более чем 5000 месторождений со всего мира.